Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать всех участников нашего вебинара, который посвящен организации и проведению Республиканской олимпиады по коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению в 2020-2021 учебном году. Уважаемые коллеги, пожалуйста, в чате обозначьте, кто сегодня с нами участвует в нашем вебинаре, до кого мы сегодня доносим информацию. Спасибо большое, всем добрый день. Позвольте представиться. Сегодня перед вами выступает методист лаборатории развития этнокультурного образования Светлана Семеновна Мусанова и Марина Васильевна Черных. Собственно, мы курируем данное направление, данное мероприятие, поэтому все вопросы, которые возникают у вас по проведению мероприятия, можно смело звонить, писать и обращаться по любому поводу. Наши контакты вы увидите чуть позже на последнем слайде. Спасибо огромное всем тем, кто сейчас пишет в чате, и нам очень приятно, что вот сегодня с нами работает Ухта. Мы также видели Усинск. Коллеги, пожалуйста, регистрируйтесь, что вы здесь с нами. И, конечно, если по завершению вебинара у вас останутся вопросы, их также можно будет написать в чате, либо позвонить уже после мероприятия. Итак, сроки мероприятия. Я думаю, что вы все уже ознакомились с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это приказ от 8 февраля 49-П об организации проведения данной Олимпиады. Собственно, в данном приказе утвержден регламент проведения данного мероприятия, а также организационный комитет, члены жюри и, собственно, весь порядок довольно подробно в нем изложен. Сроки вы видите, то есть Олимпиада стартовала с 24 февраля. В этом году мы постарались и максимально донести до наших потенциальных участников сведения об Олимпиаде, то есть была рассылка в наши СМИ, новость опубликована на сайте Министерства образования. Также вы ее можете найти на сайте Коминформ, информационного агентства, а также еще в газета «Республика» также публиковала информацию о нашей Олимпиаде. Кроме того, это официальный сайт нашего института, деятельность сопровождения этнокультурного образования. Там есть отдельный раздел, который посвящен данной Олимпиаде. Собственно, там представлен нормативный документ, в соответствии с которым мы работаем. Затем была новость на сайте КРИРО. Плюс у нас есть еще портал «Открытое образование Республики Коми», раздел «Этнокультурное образование». Здесь вы также можете найти информацию, касаемую Олимпиады. Я думаю, что в СМИ новость разлетелась, и все доступные источники мы использовали, поэтому нехватки в информации не должно быть. Плюс всегда вы знаете наши контакты, и если были вопросы, я думаю, что и уже коллеги обращались к нам по поводу именно регламента проведения Олимпиады. Уважаемые коллеги, мы, конечно, очень ждем, что в Олимпиаде примут участие не только общеобразовательные организации нашей республики, но и государственные образовательные организации, а также организации среднего профессионального образования. Чуть позже мы представим все формы, в которых можно поучаствовать, но, как правило, каждый год государственные профессиональные образовательные учреждения представляют нам большое количество проектных работ, и что не может не радовать, то есть это образовательные организации не только нашего города Сыктывкар, но и филиалы, которые расположены в районах. Поэтому, дорогие участники, если вы сейчас нас видите и слышите именно из организации среднего профессионального образования, мы очень ждем ваши работы, точнее не ваши, а ваших детей, ваших обучающихся, которые также активно будут принимать участие. Итак,
информации, которую вы можете увидеть, собственно, в положении об Олимпиаде, да, то есть мы являемся организатором, оператором данного мероприятия, поэтому все организационные вопросы именно к методистам Коми Республиканского института развития образования. Учредителем является Министерство образования. Цели и задачи также представлены на слайде. Я думаю, что вы их можете прочитать, ознакомиться. И давайте все-таки разберемся с нашими этапами, поскольку те звонки, которые поступали нам на телефоны и на электронные адреса, да, наши письма, они касались именно этапов проведения Олимпиады. То есть, во-первых, было непонятно по срокам, а во-вторых, всех, конечно, интересовал второй этап, который заявлен в положении как очный. Итак, давайте все-таки разберемся. Я попытаюсь вам по полочкам разложить, как мы все проводим, поскольку есть определенные какие-то сомнения, то есть правильно ли все поняли. Поэтому давайте вот начнем с первого этапа. Да? В соответствии с приказом он у нас начинается уже с 1 марта и заканчивается он 23 марта. Уважаемые коллеги, я хочу сразу обратить внимание, 23 марта – это дата, когда заканчивается муниципальный этап, то есть этап, который проводите вы по предметам коми-язык родной, коми-язык государственный и родная коми-литература. То есть эти предметы вы проводите до 23 марта Олимпиаду по этим предметам на своем уровне. Вы выбираете лучших обучающихся. У вас должна будет выстроена рейтинговая таблица, в соответствии с которой вы проводите мероприятие. То есть, что касается отбора, это будет чуть позже. Здесь понятно, да? То есть 23 марта вы заканчиваете по 3 предметам. Коми-язык родной, государственный и литература. Что касается заданий, задания вы формируете сами, это уже не первый год у нас практикуется. Здесь мы никаких заданий не направляем, в ваши процедуры мы не вмешиваемся, то есть мы полностью инициативу передаем в ваши руки, и вы проводите в те сроки, которые вам наиболее благоприятны, и задания вы подбираете также исходя из ваших каких-то предпочтений или предпочтений вот предметной комиссии, которая будет у вас собираться для разработки этих заданий. Что касается еще первого этапа, для остальных 3 предметов это историческое кровение, литература Республики Коми и коми-фольклор. Согласно положению, по данным предметам, направлениям, дети пишут проекты, исследовательские проекты. До 1 марта мы уже направили темы. И, уважаемые коллеги, у нас к вам сразу большая просьба. Если вдруг кто-то получил приказ поздно, увидел информацию поздно и увидел, что да, 1 марта уже прошло, темы у нас нет, и расстроился, уважаемые коллеги, не расстраиваемся. Пишем, звоним, просим темы, время есть, возможности есть, поэтому тему мы вам быстренько направляем, и вы организовываете работы по написанию проекта. Школы, поскольку у нас каждый год мы работаем с ответственными от данного мероприятия, то есть есть всегда координаторы от муниципалитетов. Марина Васильевна подтвердит, что работа с координаторами ответственными была проведена, темы все получили. Темы, да. Все Вот, Марина Васильевна может кратко рассказать, как была организована работа. Ну, то есть, да, организована работа была. Действительно, Марина Васильевна каждого лично обзвонила, с каждым переговорила, и все уже получили, и работу эти темы уже направили детям. Соответственно, что касается написания проектов, то есть у вас сейчас должна была уже быть запущена процедура написания детьми этих работ. Все это заканчивается у нас 2 апреля. Да, 2 апреля. Да, до 2 апреля они пишут, соответственно, затем вы до 5 апреля. Отбор потом проходит. Марина Васильевна, вот. Отбор на месте, да, самые лучшие работы. И эти, значит, участники с самыми лучшими работами уже приходят нам на 2-й республиканский этап
и у нас уже идет защита этих проектов. Мгм. Ну, То есть об этом понятно, дальше да. мы будем, То есть до когда 2, второй да, этап до 2 поговорим. апреля вы организовываете работу по предметам литература Экспертизы, РК, да, литература РК, историческое крение и коми-фольклор. Уважаемые коллеги, если здесь обучающиеся от субъектов или представители от наших субъектов, я хочу отметить, что мы в этом году получили заявки на участие от 3 наших субъектов Российской Федерации. Это Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Они также включаются в участие в данном мероприятии. И, конечно, если вы есть сейчас с нами, пожалуйста, обозначьтесь. Если нет, но мы с этими субъектами работаем адресно, поэтому я думаю, что информацию от нас они также получат. Итак, предметы вы видите, по данным предметам, собственно, мы и работаем. Участники. Участников тоже можно было увидеть в положении, то есть это дети 8-11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также к нам могут подключаться студенты из средних учреждений среднего профессионального образования. Что касается количества участников первого этапа, действительно, оно не ограничено. Вы сами определяете, какое количество детей будет принимать участие в муниципальном этапе. Это ваша прерогатива. А что касается уже второго этапа, то здесь, конечно, вы должны учитывать, что по каждому баллу у вас должны быть по каждому предмету у вас должны быть рейтинговые таблицы. И вы в этих рейтинговых таблицах должны обозначить список участников, который составляет не более 25% от общего числа участников по каждому предмету. То есть, если, например, участвовало 100 человек, вы высчитываете 25% и направляете в список, включающий эти 25%. Думаю, что здесь тоже все понятно. Каждый год Олимпиада проходит, и каждый год вот это требование, оно есть, поэтому тут проблем и каких-то сложностей не должно возникнуть. Про первый этап я вам сказала, да, что это именно то, что проходит у нас на местах. Здесь, если есть вопросы по этому слайду, тоже, пожалуйста, задавайте. Но какие-то моменты мы уже обозначили, уже сказали, что ждем от вас после 23 марта, но не позднее 30 марта, списки участников первого этапа. Во-первых, это, конечно, вот те 3 предмета, по которым вы провели уже свой муниципальный этап. Был вопрос, был звонок по поводу темы сочинений по коми-литературе, конечно, вы тоже сами предлагаете детям на муниципальном этапе. Что касается второго этапа, темы сочинений уже будут от нас, это чтобы вы тоже понимали. Либо мы, может быть, на муниципальном этапе просто задания какие-то по коми-литературе предлагаете, это вы тоже можете в таком вот формате проводить. Итак, вы видите наш электронный адрес. Он у нас единый, и большая просьба все-таки направлять информацию на него, поскольку иногда бывает, что направляют на личные наши адреса. Такое возможно, конечно, информация не потеряется, но все-таки давайте придерживаться каких-то вот общих правил. И лучше все, что касается Олимпиады, направлять на данный электронный адрес. Он был создан специально для того, чтобы провести данное мероприятие, и никакая информация не потерялась. Итак, про первый этап мы с вами сказали, то есть мы до 23 марта ждем. А что касается проектов исследовательских, до 2 апреля дети пишут проекты по предметам и направлениям, которые вы видите на слайде. Критерии оценивания утверждены приказом Министерства образования, науки и молодежной политики. Вы ими можете пользоваться. И, соответственно, что касается исследовательских проектов, то до 6 апреля вам необходимо собрать предметную комиссию и проверить эти работы, лучшие работы. Причем я хочу подчеркнуть, что это работы, которые соответствуют всем требованиям, которые изложены в положении. Вы направляете на... Всегда обычно, да, участники, да. Про второй этап мы сейчас подробнее еще скажем, но все-таки всегда бывает, что работ немного,
но надо постараться выбрать лучшую, и чтобы она была действительно достойная, ее можно было представить на республику. Итак, очень много вопросов было касаемо второго этапа, да, республиканского этапа. Как и в прошлом году уже такая идея была, и даже это была уже не идея, это тоже было утверждено нормативным документом. Второй этап в соответствии с приказом проводится очно. Он проводится очно в нашем институте. Сроки вы видите, это 13-14 апреля. У нас разбивка по предметам, разбивку вы тоже видите, да, по каким предметам, в какой день. Поэтому надо настраиваться на то, что нужно будет приезжать детям. Конечно, проблемы есть, и мы их знаем, и про распутицу, и про какие-то материальные трудности. Но все это тоже обговаривается, и я думаю, что когда мы завершим первый этап, и когда уже плавно перейдем ко второму, всегда можно позвонить, всегда можно объяснить ситуацию. Я думаю, что все решаемо. Поэтому не надо пугаться, что дети подготовились, а приехать не смогли. И еще раз повторяю, что звоните, пишите, мы всегда готовы разруливать эту ситуацию. Но согласно регламенту, да, этап должен быть очный. Мы собираем детей здесь, мы готовим для них темы сочинений по коми-литературе. Писать они могут 3 часа сочинения. Мы им предоставляем литературу, которую можно будет использовать для написания данных сочинений. То есть в помощь детям будет представлена вся литература, которая идет в соответствии с темой сочинения. Что касается остальных предметов, это краеведение и литература РК, то здесь защита проектных работ, то есть лучшие работы, их нужно, конечно, еще защитить. И всегда, когда проводится какая-то проектная работа, проектно-исследовательская, вот последний этап, всегда защита, публичная демонстрация своей работы. Мы будем собирать предметные комиссии в составе не менее 3 человек по каждому предмету, которые будут присутствовать на очных защитах и оценивать детей. Пока планы такие, если ничего не изменится, то будем встречаться с вами 13 и 14 апреля. Если что-то будет меняться, конечно, через министерство, через нас вы информацию получите о том, что происходят какие-то изменения. Итак, коми-язык государственный, да, о нем еще мы не сказали, там тоже будет задания рассчитаны на то, что ребенок может писать ответы на задания в течение 3 часов. Это будут действительно задания, то есть где-то в виде тестов, где-то в виде развернутых письменных ответов. Родная литература – это сочинение и защита проектов, то, что ждет детей уже на очном этапе. Требования к оформлению работ олимпиадных, вы, я думаю, что тоже уже их знаете, они из года в год повторяются и утверждаются, то есть обязательно большая к вам просьба указывать руководителей этих работ, поскольку когда доходит дело до итоговых приказов и поощрения благодарностями педагога, который сопровождал и помогал, и руководил работой ребенка, и как-то наставлял, всегда приходится искать через управление образования или еще через сайты школ, чтобы либо должность уточнить, либо там еще какие-то регалии уточнить. То есть важно, чтобы вы обязательно указывали, что научный руководитель такой-то, должность у него такая-то, он работает в такой-то школе. И хотя бы телефон, чтобы мы могли связаться с этим учителем, и если у нас есть вопросы, ему их задать. Обязательно оформляем согласие на обработку персональных данных. Это такое обязательное требование, то есть без него никак, поскольку ребенок на своем титульном листе пишет все свои персональные данные, и согласие обязательно надо прикладывать. Что касается также еще, я забыла сказать, муниципального
этапа нам никаких отсканированных работ присылать не надо. Темы, которые вы отобрали, не тема, а проектные работы, которые вы отобрали на наш уровень, вы их просто можете в Word нам направить по почте. То есть не надо распечатывать и тратиться на почтовые какие-то услуги, просто отправляйте в Word эту работу и желательно направить ее сразу же, чтобы мы могли отдать ее нашим экспертам на ознакомление, чтобы они перед защитой этой работы, они ее увидели, прочитали, и уже когда будет проходить сама процедура защиты, уже были знакомы с этой работой. Поэтому если вы как-то раньше организовали работу, вот у вас есть список работ, которые вы хотите представить на республику, вы их сразу направляете, а мы уже их отдаем членам нашим жюри для ознакомления и вот прочтения этих работ. Ничего сканировать, я еще раз повторяю, не надо, почтой направлять не надо, мы здесь сами все распечатаем, то есть этим заниматься не надо. Регламент определения победителей и призеров понятен, да, то есть дети, которые набирают максимальное количество баллов, они являются победителями, затем уже 2 призера у нас. Они получают дипломы Министерства науки и образования, науки и молодежной политики, плюс победители, которые занимают первое место, то есть мы здесь говорим только о первых местах, они получат денежный приз. То есть в этом году процедура несколько изменилась, то есть призеры, которые заняли 2-е и 3-е место, денежные призы в этом году не получают. То есть это будут дети только победители. Это надо учесть, чтобы это не было неожиданностью. То есть вот в этом году процедура такая. Итоги будут размещаться, опять же, во всех наших доступных источниках, и сайт КИРО, и портал «Открытое образование». Возможно, мы в СМИ разместим. Поэтому, если даже что-то где-то не получаете и не видите, можно звонить и уточнять. Наши контакты. Всегда мы рады ответить на ваши вопросы. Если есть в чате, кто сейчас с нами находится в режиме онлайн, работает с нами, пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте их сразу. Мы постараемся ответить и по возможности вам помочь. Я уже объясняла, вот те, кто нам звонил и кто запутался в этих предметах, то есть у 3 предметов одна история развития, и у еще 3 предметов другая история развития, поскольку дети пишут проектные работы. Уже не первый год пишем именно исследовательские проектные работы, поэтому тоже процедура для многих понятна. Что касается ответственных от муниципалитетов, то Марина Васильевна работает с координаторами. И если есть вопросы, можно вот тоже к Марине Васильевне обратиться. Потому что она знает всю информацию, у нее вся есть по каждому муниципалитету. И если есть какие-то сложности, к Марине Васильевне, пожалуйста, обращайтесь. Уважаемые коллеги, мы действительно вас всех приветствуем. Мы видим в чате ваши приветствия. И, конечно, мы хотим пожелать, чтобы вы были активны, вы были инициативны, чтобы не обходили стороной наше мероприятие, поскольку оно имеет действительно большую значимость именно в вопросах сохранения, развития, популяризации не только родного языка, но и государственного языка, а также истории и культуры коми-народа. Тем более написание проектов, да, мы понимаем, что это непросто и всегда нужно больше времени, чем мы можем вам дать для того, чтобы ребенок написал качественную работу. Но регламент есть регламент, поэтому мы очень ждем вашей работы. Мы на самом деле с удовольствием всегда работаем с участниками данной олимпиады, поэтому очень-очень ждем. Да, уважаемая Татьяна, да, запись вебинара будет. Обратите внимание на то, что она будет выложена на сайте КРИРО, раздел «Видеозал» и подраздел «Этнокультурное образование. Видеотека».
То есть уже не в анонсах, а в видеотеке, там, где уже все записи у нас наших мероприятий выложены. Пожалуйста, обратитесь туда. Здесь, если у вас какие-то проблемы, то можно вот так. Елена Владимировна, спасибо вам также за то, что вы сегодня с нами, и нам очень приятно с вами работать. И, конечно, если есть вопросы, обязательно звоните, то есть вот вместе все решим. И, уважаемые коллеги, если нет еще у кого-то тем, проектов, обязательно сообщайте, мы все направим. Время есть, до апреля еще почти целый месяц, ну, целый месяц как минимум еще есть у детей. Потому что бывает, что дети подключаются, поскольку у них есть уже какие-то наработки по этой теме, и они просто вот немножко дорабатывают свою работу и нам направляют. Нам это очень приятно. Светлана Леонидовна, спасибо огромное. Да, мы всегда рады, что и всегда готовы вам помочь, лишь бы всегда вот все шло вовремя, все шло так, как надо. Поэтому ждем от вас каких-то тоже предложений или, может быть, каких-то ваших рекомендаций. Будем их решать вместе. На этом, уважаемые коллеги, мы заканчиваем. Последний срок подачи заявки на что? На что? Марина Александровна, уточните, пожалуйста, заявки какой конкретно? Если имеется в виду... Так. Исследовательские работы, ну да, вот еще раз повторяю, что исследовательские работы дети пишут до 2 апреля и до 5 по 6 экспертиза, с 5-6 экспертиза, а потом отправляем. Марина Александровна, 5-6 вы еще проверяете эти работы, смотрите, если все хорошо, если они по требованиям соответствуют, тогда вы отправляете после 6 до 8 апреля. Нам, конечно, их желательно получить, чтобы наши эксперты еще могли с ними ознакомиться. Поэтому время есть, темы, если кому-то нужны, мы направим. И, конечно, ждем ваших работ. Спасибо большое, уважаемые участники, за то, что были с нами, за то, что нашли возможность сегодня поприсутствовать. Понятно, что у всех рабочий день и какие-то свои рабочие дела. Да, всем успехов. Они должны уже отобранные работы отправить. Так, уважаемые, вы должны на месте отобрать самые лучшие. Дополнительный отбор, то есть вы сами должны нам предоставить работы, которые вы считаете, что этот ребенок может прийти к нам и выступить на очной защите. То есть до подбора мы здесь никакие не проводим, то есть мы принимаем вашу работу с учетом того, что она уже отобрана на муниципальном уровне. Вот, чтобы вы это понимали, да, что не будет такого, что вы нам отправили. Единственное, может быть, у нас будут какие-то претензии, связанные с оформлением. Да, вот технически иногда оформляются очень небрежно работы. Вы, пожалуйста, тоже отнеситесь к этому со всей серьезностью. То есть есть критерии, по которому проверяются исследовательские работы. Там все хорошо прописано. Если вы видите, что работа не соответствует, не отправляйте, пожалуйста, ее нам. То есть мы здесь в этом плане полагаемся исключительно на вас. Вы отправляете, выручаете, что да, работа хорошая, она достойна республиканского уровня, а сюда уже дети приезжают для того, чтобы ее защитить. Вот чтобы было понятно, что здесь они ее только уже защищают, и наши эксперты будут отбирать лучших, уже исходя из содержания самой работы, и плюс то, как ребенок на защите выступил. И вся эта сумма баллов, она будет складываться, то есть не будет такого, что вы нам направили работу, а мы сказали, что нет, извините, этот ребенок на очный этап не приглашается. Такого точно не будет. То есть здесь вы ручаетесь за качество, за содержание данной работы, и мы уже просто получаем и просто передаем экспертам. То есть вот так вот все выстроено. Поэтому до 8 апреля вы определяетесь с работами, или если у вас это одна работа, тогда вы выстраиваете работу так, чтобы она была действительно хорошей, качественной, содержательной и соответствующей всем нашим требованиям, и просто направляете ее нам.
Вот как-то так, уважаемые коллеги. Если еще будут вопросы, обязательно пишите либо звоните. Мы желаем действительно всем удачи, всем успехов, детям, конечно, больше силы, энергии для того, чтобы вот пройти эти нелегкие испытания. На самом деле всегда и задания бывают непростые, и темы проектных работ бывают непростые, и много сил уходит на написание. Поэтому всем удачи и всем спасибо. Всего доброго.